На первом заседании осенней сессии парламента депутаты рассмотрели и приняли большинством голосов два постановления об амнистии и о перечне лиц, которые под нее попадают. Согласно постановлению, амнистия распространяется на осужденных на срок до 3 и 5 лет включительно, лиц, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, резервистов, участников операции по освобождению Кудорского ущелья в 2008 году, лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы независимо от срока наказания категории лиц, совершивших преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. За принятие амнистии проголосовали 19 из 30 присутствовавших депутатов. Депутат Астамур-Лого в числе тех, кто был против принятия постановления об амнистии. По его мнению, амнистию не надо проводить каждый год, лишь в юбилейные годы Дня Победы и независимости Абхазии, то есть каждые 5 лет. Из года в год мы говорим, что судебная система не так работает, правоохранительная система не так работает. Потому немножко, мне кажется, нелогичным, да, каждый год-два применять акт амнистии, когда наша правоохранительная система со всеми ее сложностями пытается, да, не распространению, там, скажем так, криминала, да, пытается кого-то осудить, пытается кого-то арестовать. А мы каждый год, если будем проводить амнистию, мы будем, значит, абсолютно точно противодействовать этой системе. Потому, еще раз говорю, прекрасно понимаю акт гуманизма, но, как мне кажется, это должно иметь какие-то рамки, будь то юбилей, будь то каждая периодичность пятилетняя там, и так далее. Депутаты, проголосовавшие за амнистию, те, к которым мы обратились, отказались комментировать свое решение. Президент Аслан Бжани присылал дополнение к постановлению об амнистии еще на заседании парламентского комитета. Однако депутаты не учли предложение главы государства. Как не были взяты во внимание и замечания Генпрокуратуры, которая однозначно высказалась против принятия амнистии в таком виде. В частности, на заседании сессии парламента генеральный прокурор Адгур Агырба отметил, что прокуратура проводит серьезную борьбу с преступностью. Есть осужденные, которые совершили убийство и похищение людей. Если будет амнистия, не факт, что они не предоставят документы об участии в освобождении Кудорского ущелья. Свою позицию генпрокурор Адгур Агырба вновь высказал нам в интервью по телефону, так как находится на самоизоляции. Амнистия по сложившейся практике, как известно, должна быть приурочена к юбилейной дате. В этом году 27 лет она не является юбилейной датой, поэтому мы были против такого принятия данной амнистии. Еще это вызвано тем, что в этом году очень много разговоров у нас в обществе после того, как сменилось руководство правоохранительной структуры, всей системы в МВД, в прокуратуре очень много разговоров было по поводу того, что необходимо усиливать борьбу с преступностью. В этом году так или иначе мы пытаемся выстраивать работу, и принятие этой амнистии очень сильно может подорвать вообще работу правоохранительной системы. В целом и очень негативно повлиять на нашу работу. Инициаторами законопроекта об амнистии во знаменовании 27-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии были ветеранские организации Амсахара и Аруа. В Амсахара нам сообщили, что их организация ежегодно в преддверии праздника Победы обращается в парламент республики с просьбой амнистировать ветеранов войны, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Почти каждый год запрашивали на День Победы, чтобы амнистировали ветеранов. Это не значит, что поголовно всех амнистировать. Там должны решать, кто подпадает под амнистию. Там уголовников, рецидивистов, отпетых преступников мы же не просим, не требуем, тем более амнистировать. Мы просим рассмотреть вопрос об амнистии тех ветеранов, кого можно амнистировать. А если рецидивист и большой срок имеет, совершил тяжкое преступление, мы же не просим амнистировать их. А я не пойму, почему сейчас именно этот вопрос возник. Мы каждый год писали, и не по нашему требованию, потом там кто-то же рассматривает, а не то, что там Сахара сказала, и всех амнистировали, такого никогда не было. Почему сейчас этот вопрос возник? Своими соображениями по поводу решения об амнистии поделился в соцсетях юрист Саид Гизердава. По его мнению, депутаты допустили слишком широкую интерпретацию своего конституционного полномочия по объявлению амнистии и реализовали его без достаточных правовых оснований и учета иных конституционно значимых целей и интересов, а также вопреки существующим требованиям уголовного законодательства. Саид Гизердава выделил ряд основных недостатков и рисков, связанных с реализацией постановления об амнистии.
В частности, по словам юриста, постановление не содержит перечня преступлений, при совершении которых амнистия не применяется вообще по отношению ни к одной из категорий лиц, а депутаты произвольно формулируют круг лиц, подлежащих помилованию. Согласно статистике, в настоящее время в местах лишения свободы срок наказания отбывают 17 ветеранов. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.